Всем привет! Сегодня я расскажу вам о 5 важных якутских фильмах. Поехали! Первый фильм «Сааска Кэм. Детство, которое мы не знали». Представьте Якутию 1917 года. Революцию, суровый быт скотоводов и 9-летний Никита, чей мир рушится под гнетом перемен. Его невинность сталкивается с жестокостью социальных преобразований. Режиссер Алексей Романов подчеркивает аутентичность, костюмы, натурные съемки Харбалахи. Звуковой дизайн заставляет нас прочувствовать атмосферу того времени. Второй фильм «Тейт и Бит. Поспешивший» – легкая народная комедия от режиссера Романа Дорофеева, снятая по пьесе «Николая не устроила». Про Уйбана, который спешит жениться на вдове брата и попадает в череду абсурдных ситуаций. Юмор здесь прост, но душевен. Бытовые недоразумения, сатира на семейные ценности и гиперболизированный якутский колорит. Лови! Снято на якутском с местными актерами и саундтреком от Киджа Виталия Чирова. Если Сааска Кэм серьезен, то «Тейт и Бит» — это отдых для души. Третий фильм «Хар Куярна Махтора. Сказки Черного Ворона». Экологическая драма по рассказу Мапа Николая Заболотского. Здесь фольклорные мотивы переплетаются с реализмом. Ворон – проводник мир тайн, а главный герой ищет смысл в жестоком мире. Снято на якутском, удостоено гран-при фестивалей Бишкеке и Казани. Режиссер Алексей Романов снова погружает нас в визуальную эстетику, контрасты природы и человеческих судеб, традиционная музыка и глубокий культурный код. Четвертый фильм «Бог Дюфигёй». Документальная игровая притча Сергея Потапова про праздник Исэх и молодого добытчика Дюфигёя. Черно-белая съемка придает фильму артхаусный характер, а сюжет раскрывает конфликт между сакральным и современным. Герой разговаривает с лошадьми, а вокруг шум официальных ритуалов. Пятый фильм «Таксист». Дебют Илариона Яковлева вдохновлен реальной историей и жизнью якутского таксиста, которого пытается сломить обстоятельства. Но встреча с таинственным незнакомцем меняет его жизнь. В лучшую сторону или нет, придется ответить вам, зрителям. Лучшая режиссура на фестивале «Республика кино» и 10 номинаций на международном фестивале «Байконур», где зрителями фильм был отмечен за эмоциональную глубину и честность. Вот 5 фильмов, каждый из которых уникальные страницы якутской культуры и кинематографа. Все они доступны в нашем стриминговом сервисе Мост Видео. А теперь мы перейдем к фильмам, которые вы можете увидеть в кинотеатрах. На прошлой неделе в кино вышел фильм «Балерина», захватывающее сюжетное дополнение вселенной Джона Уика с Анной де Армас в роли наемной убийцы, мстящей за свою семью. Причем здесь Джон Уик, узнаете в кино. Совсем скоро, 19 июня, в прокат выходит фильм «Белый пароход», драма Инги Шепелевой, снятая в Якутии. «Белый пароход» не про корабль, а про выбор. Якутская учительница и московский директор музыкальной школы. Любовь, перестройка, надежда на новое. Тихая, стильная история о том, что делать, когда прошлое зовет, а будущее пугает. А на следующей неделе в выходные предлагаю провести за просмотром фильма «Как приручить дракона». Лайф-экшн адаптация знаменитого мультика «Викинга и его дружбы с драконом Беззубиком». Этот фильм обещает сохранить дух оригинала. Не пропустите!